В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. 6 человек пострадали в ДТП в Мегино-Кангаласском районе, а метель на границе Хангаласского и Алекминского затруднила движение 40 автомобилей. 3 месяца Ленск провел без компьютерного томографа. Все это время ждали запчасти из Японии. И вот, наконец, после наладки КТ-аппарат вновь помогает людям. 45-летний юбилей отметил отдел МВД по Нерюнгринскому району. Размяться перед новогодним застольем, сжечь за тренировку 500 килокалорий, получить прекрасное настроение. Мирнинцы прошли мастер-класс по растяжке и зумбе. Отдаленный поселок Угаян в Алданском районе преобразился и утопает в огнях разноцветных гирлянд. Якутяне озвучили фильм китайских документалистов о птице стерх. Премьера состоится сегодня на нашем телеканале. Шесть человек пострадали в ДТП в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Их доставили в центральную больницу в селе Мая. На 44-м километре федеральной автодороги Колыма произошло столкновение автомашин Toyota Hiace и Toyota Ipsum. Водитель Toyota Hiace направлялся из Якутска в Татинский район. Он в 2020 году попадал в поле зрения инспекторов ГАИ 24 раза. Именно столько административных материалов, в том числе за превышение скорости, на него было составлено за 12 месяцев. В настоящий момент 2 человек отпустили домой на амбулаторное лечение. Состояние 2 пациентов оценивается врачами как тяжелое, еще 2 средне-тяжелое. Порядка 40 машин застряли в снегу на границе Хангаласского и Алекминского районов. У некоторых закончилось топливо. Отмечается, что экстренная ситуация сложилась из-за непогоды. В районе сейчас пурга. На помощь застрявшим направили 3 автомобиля с топливом. Массовые заражения коронавирусом выявили в Вилюйском психоневрологическом доме-интернате и при школьном интернате Чачунской школы. В районе усилят противоэпидемические меры. Там приостановили практически все запланированные новогодние мероприятия. 71 человек сейчас находится в больнице. Сегодня скончался 1 пациент. Роспотребнадзор проводит расследование. К сожалению, так уж получилось, что в преддверии Нового года у нас произошло 2 вспышки. Это в селе Садыбыл. В интернате школы заболело 12 человек, из них 9 детей. И второй случай, еще более такой очень тяжелый, это, конечно, дом-интернат в селе Сосновка. Там заболело 46 человек. Всего за сутки по Якутии выявили 179 случаев коронавируса, из них в якутске 70 заболевших. Напряженной остается ситуация в Мирнинском, Нерюнгринском и Алданском районах. Там от 13 до 15 случаев. В Мегино-Кангаласском районе 8, в Вилюйском 7. От 1 до 6 заболевших зафиксировали еще в 20 районах Якутии. В течение всех новогодних праздников и всех наших новогодних каникул оперативные штабы будут работать. Работать они будут с точки зрения как выявления, и также в том числе и, соответственно, создания условий, которые направлены на то, чтобы, соответственно, наша безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие в республике и в праздничные дни было стабильным. Аппарат компьютерной томографии заработал в Ленске. 3 месяца назад томограф вышел из строя из-за высокой загруженности. В августе пришлось заказывать необходимые детали в Японии. Из-за долгой доставки ремонт аппарата затянулся. В эти выходные деталь доставили. 2 дня велись ремонтно-технические и наладочные работы. Со вчерашнего дня КТ-аппарат запущен в работу. Искали причину, нашли причину инвектора, но после поломки самого инвектора произошла еще перегрев дисков. То есть сломалось уже 2 детали. То есть пока диагностировали, потом привозили детали, чтобы провести диагностику. Сделали диагностику, нашли ошибку, поломку. Потом уже заказали запчасть, которая нужна для КТ. Вследствие этого, поэтому такой промежуток времени, естественно, еще и пандемия. Это карантин, так как инженеры не могли приехать. Все это так долго тянулось, но закончилось все.
Глава Якутии Айсен Николаев вручил награды медицинским работникам Якутии. Заместитель главного врача Якутской республиканской клинической больницы Наталья Маркова удостоилась ордена Пирогова, который вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и военных действий. Также почетную грамоту президента России получил главный врач медицинского центра Якутска Алексей Яковлев. Старшей медицинской сестре Алданского ЦРБ вручена благодарность президента страны. В свою очередь, деятели культуры подарили медикам премьеру спектакля «Сильва», которая прошла на помостках Государственного театра оперы и балета. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Приветствую вас в стенах здесь нашего Государственного театра оперы и балета. Это подарок от работников, от деятелей нашей культуры, тем людям, которые весь год, весь 2020 год боролись и борются с пандемией, которая поразила всю нашу планету. Поздравления для тех людей, которые в сегодняшней ситуации, благодаря которым мы побеждаем этот ковид. 45-летний юбилей отметил отдел Министерства внутренних дел по Нерюнгринскому району. Блюстителей закона с праздником поздравила Ирина Кичигина. На сегодняшний день в отделе работает сплоченный профессиональный коллектив, составляющий 20 подразделений. Каждый из сотрудников, несомненно, вносит свой вклад в общее дело при выполнении поставленных задач, благодаря чему общественная безопасность на территории района находится на должном уровне. Человеческий фактор, профессионализм в каждом деле играют важную роль. Поэтому на всем протяжении работы Нерюнгринской полиции уделяется особое внимание подбору и расстановке кадров и воспитанию личного состава. Хочу выразить огромную благодарность всему личному составу за добросовестное выполнение служебных обязанностей и, конечно, ветеранам МВД, которые отдали многие годы службе органов внутренних дел и внесли неоценимый вклад в становление Нерюнгринской милиции, ныне полиции. Личный состав Нерюнгринской полиции полон решимости и дальше бдительно нести службу по охране общественного порядка города, угольщиков, жизни и здоровья граждан, бескомпромиссно бороться со всеми преступными элементами, честно исполнять свой долг перед гражданами и страной. Профессия полицейского благородная и порой опасная, так как часто связана с риском для здоровья, а иногда и для жизни. Вспоминая все свои оперативные работы, сегодня они мне, как никто, помогают в жизни. Я рад, что служу именно в дорожно-патрульной службе. То есть мне очень работа интересная и важна. Каждый день нам приходится сталкиваться с людьми, попавшими в непростую жизненную ситуацию. И в этот момент ты должен выступать не только как должностное лицо, но и быть хорошим психологом. Последние структурные изменения в отделе МВД России по Нерюнгринскому району направлены на плановую и системную деятельность подразделений. Жесткий контроль со стороны руководства, особое внимание к подбору кадров, укрепление материально-технической базы положительно отразились на результатах работы и в конечном счете изменили к лучшему криминогенную ситуацию в районе. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Центр гуманитарной помощи в Якутске за счет дарителей провел акцию новогодних поздравлений со сладкими подарками для многодетных семей. Учреждение помогает всем нуждающимся, прежде всего тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Предоставляют одежду, предметы первой необходимости, посуду, детские вещи, игрушки, книги. Все это центру дарители отдают безвозмездно. Вещи и бытовая техника принимаются в хорошем, опрятном виде. Иногда новые товары привозят магазины. Недавно несколько молодых предпринимателей подарили центру 100 тысяч рублей, на которые были закуплены и отправлены в районы продукты питания. Я нахожусь в этом центре по приглашению центра, дай бог им здоровья, хорошим людям, которые очень большую помощь оказывают для населения. И я хочу, чтобы люди, весь город узнал, вся республика, даже страна, что у нас есть такие люди, есть такие центры в городе Якутске. А я ему в данный момент собираю зимние вещи и продукты, которые могу получить в этот же день.
Музей «Россия. Моя история» весной запустит новый автобусный экскурсионный проект «Расскажи мне, Якутск». Тестовый маршрут на днях опробовали с участием журналистов, общественников и представителей музейной сферы. Это покажет, что покажет экскурсия и смогут ли уже бывалые горожане узнать что-то новое про родную столицу, разбирался наш корреспондент Дмитрий Тмыров. Мы находимся в площади Орджоникидзе. Я не знаю, что бы мне вам такое сказать, чего вы точно не знаете. Все дружно. Может быть, вы не знаете о том, что вот эта сторона улицы, она спроектирована архитектором Нариманом. Фамилию, может, мне кто-то назовет, и я прям сразу такие баллы дам. Несмотря на минус 44, пробный запуск автобусной экскурсии заинтересовал многих. Автобус был полон. Экскурсия прошла в виде квест-игры и стартовала с площади Орджоникидзе. Для того, чтобы отправиться на вторую локацию, участникам пришлось сначала ее угадать. Паллади Саттер, замужняя женщина, влюбляется в молодого князя Буйдукана. И чтобы избавиться от нелюбимого мужа, притворяется больной и якобы умирает. После похорон ночью приходит Буйдукан и раскапывает могилу, чтобы освободить ее. Ждать ответа долго не пришлось. Его участники необычного квеста отгадали практически сразу. Таким образом, следующей локацией стал бюст Бестужеву-Марлинскому по улице Кальвица. В ходе тура мы рассказываем истории разных тех или иных объектов, разные исторические события, которые сильно повлияли на развитие, культурно-социальное развитие и вообще развитие Якутии. В целом, организаторы экскурсионной программы придумали сразу несколько маршрутов, как автобусных, так и пеших, с учетом расположения исторических мест и объектов культуры. Влада Петровна составляла у нас. Мы ей, конечно, помогали с информацией, как хорошо составить маршрут, чтобы он был в плане логистики довольно-таки, 2 часа же, по сути говоря, у нас времени. И за эти 2 часа мы попытались максимум всего уместить. Несмотря на мороз, участники квеста игрой остались довольны. Оказывается, многие горожане в любую погоду предпочитают путешествия и новые знания пассивному отдыху в 4 стенах. Я согласилась с радостью. Это такая какая-то перезагрузка перед Новым годом. Мне захотелось как-то немножко окунуться в другое пространство, да. Вот я очень довольна, что есть такие люди, которые с любовью к истории своего города относятся и продумывают экскурсии. Я думаю, что квест запустится с весны, когда потеплеет. Наверное, это может быть уже март. Не знаю, насколько он будет востребован в таком именно автобусном формате, но я думаю, что на небольшие группы камерные, то есть легковые и микрики, вот с марта реально запустить. Маршруты будут доступны не только всем желающим жителям Якутска, их планируют также проводить для гостей столицы. Ведь, как оказалось, улицы города полны самых занимательных историй. Дмитрий Тмыров, Якутск. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Мирницы прошли мастер-класс по растяжке и зумбе. Отдаленный поселок Угаян Алданского района преобразился и утопает в огнях разноцветный гирлянд. Якутяне приняли участие и озвучили фильм китайских документалистов о птице стерх. Это итоги дня. Продолжаем программу. 6 наслегов Среднеколымского района остались без свежих продуктов в преддверии новогодних праздников. В социальных сетях распространилось сообщение от жителей села Сылгы-Итар, которые пожаловались на отсутствие в местных магазинах фруктов и овощей. В ситуации разбиралась Анна Васильева. Новый год без мандаринов, да и в целом без фруктов, овощей и многих других продуктов могут встретить сельчане Среднеколымского района. Обеспокоенные ситуацией жители села Сылгы-Итар первого метисского наслега отправили своеобразный крик души по соцсетям. Нам говорят, что зеленый рейс в наше село не полетит. Слышали, что в другие наслега доставили фрукты и овощи. А почему оставили нас? Надеемся, что наш крик души дойдет и нас обязательно обеспечат до Нового года хотя бы яйцами, картошкой и луком. В нашем селе проживает около 500 человек. Неужели наши дети останутся без праздничного стола? Глава наслега ситуацию подтвердил и сообщил, что лично отправлял в Якутопторг заявку на зеленый рейс. В администрации района этим положением дел также возмущены. В начале декабря со стороны администрации села Сылгы-Итар в Якутопторг была направлена заявка на выполнение зеленого рейса. В середине декабря на вопрос, будет ли выполнен зеленый рейс,
с филиала Якутоптор города Среднеколымска был дан ответ, что в этом году в связи с отсутствием финансирования зеленые рейсы не будут выполняться. Этот вопрос Якутопторгу наши наследники все заявку бросили напрямую. Решение принял сам Якутопторг. Мы ставили вопрос, где дороги автозимников нету, хотя бы завести. Но этот вопрос даже не рассматривали. Зеленые рейсы курирует Министерство сельского хозяйства республики. На сегодня все поступившие заявки уже практически отработаны. Заявки были формированы до 10 декабря месяца. И по поданным заявкам муниципальных районов 9 муниципальных районов на сегодняшний день завоз зеленых рейсов осуществляем. Вот у нас остались последние рейсы. Почему же зеленые рейсы так и не долетели в некоторые села Среднеколымского района? Оказалось, причина проста и банальна. Главы некорректно подали свои заявки и потому попросту не попали в программу министерства. По правилам заявка должна быть подана в Министерство сельского хозяйства. И потом объединенная заявка должна быть доведена до нас. Вот в этой ситуации получилось, что безликая заявка жителей Сылгытар попала напрямую к нам, и в этой заявке нет объемов поставок зелеными рейсами. Конечно, в будущем главам стоит придерживаться регламента. К счастью, надежда на то, что жители данных сел не останутся без вкусного новогоднего стола в этом году, все же есть. Однако теперь это будет зависеть от погодных условий. Мы все-таки готовим этот дополнительный рейс, но это все будет зависеть от погодных условий. Товар весь приготовлен, и если будет погодные условия, то завтра самолет вылетит, вертолет полярных авиалиний ждет. Это что касается села Сылгытар. Однако стоит помнить о том, что из 6 сел, оставшихся без овощей и фруктов, от Среднеколымска это самое близлежащее. Остальным придется ждать автозимника. В частности, если говорить про Среднеколымский район, на сегодняшний день мы работаем на автодороге Алазея республиканского значения. Да, по плану автозимник должен был открыт 10 декабря, но по факту сегодня идет только подписание контракта на пробивку данной дороги. Поэтому по населенным пунктам вопрос также другим тоже выходить будет. Я думаю, что будем дополнительно собирать заявки и, возможно, в январе месяце сделаем дополнительный рейс. Впрочем, после Нового года ожидаются изменения. Участок дороги от федеральной трассы Колыма до границы Чукотского края переходит под ведомство дорог Арктики. Вполне возможно, что благодаря их работе в следующем году проблем со своевременным открытием автозимников уже не будет. Анна Васильева, Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. К другим темам, более 138 миллионов рублей будет направлено на индексацию ряда социальных выплат в Якутии в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве труда. Согласно прогнозу, средний годовой индекс потребительских цен на товары и услуги составит 103,5%. Таким образом, утвержден коэффициент индексации и установлены новые размеры выплат с 1 января и с 1 июля 2021 года. Ей подлежат ежемесячные выплаты ветеранам тыла, ветеранам труда, детские пособия и другие социальные выплаты. На эти цели за счет государственного бюджета будет направлено более 138 миллионов рублей. Отмечается, что прогнозная численность получателей в Якутии составит почти 300 тысяч человек. Стоимость проезда в столичных автобусах подорожает в среднем на 2 рубля с 1 января. За наличный расчет поездка обойдется в 30 рублей. Также на 2 рубля повысится цена по транспортной карте с 23 до 25 рублей и банковской карте с 28 до 30. На 1 рубль увеличится стоимость по проездным билетам, а по картам «Спутник» тариф остался на прежнем уровне – 23 рубля. Такое решение было принято из-за повышения НДС, цены на топливо и запчасти, говорится в сообщении. Итоги года патриотизма подвели в Якутске. Несмотря на пандемию, он прошел на высоком уровне. Появились новые скверы, обелиски, в порядок привели почти 300 памятников. В акциях памяти и помощи ветеранам приняли участие более 220 тысяч молодых якутян. В Тверской области открылся военно-патриотический лагерь имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Охлопкова.
Силами поисковиков спустя десятилетия возвращаются на родную землю имена без вести пропавших солдат. Своих героев находят и боевые награды. Каждый день наши волонтеры помогают нашим пожилым и нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, на данный момент мы знаем о том, что ветеранов становится с каждым годом все меньше. Сейчас в республике их осталось всего 61, когда как в прошлом году, например, весной их было 110, да? И поэтому, как мы думаем, и в последующие годы, каждый год наша работа становится все более актуальной, так как главная наша цель – это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Размяться перед долгими новогодними выходными, сжечь за тренировку 500 килокалорий и плюсом получить прекрасное настроение. Такую возможность в минувшие выходные получили все мирнинцы. В культурно-спортивном комплексе «Алроса» приготовили для всех желающих программы по растяжке и зумбе. Зарядились силами на Новый год и наши коллеги из Алмазного края. Это танцевальный фитнес на основе латиноамериканских и мировых ритмов, очень зажигательная тренировка в виде вечеринки, где очень легко сжигаются калории, получается удовольствие, заряжаются девочки эмоциями и становятся прекрасней. Зумба мне очень нравится. Это вот прям мое. Я вообще люблю танцы, а зумба это прям вот зажигательно все, латиноамериканские, африканские мотивы, это все здорово. После мастер-класса, вот как бы я сегодня пришла, попробовала именно, что я поняла, что я хочу этим заниматься, что мне весело этим заниматься. Как бы понятно, что первое занятие, оно тяжелое, оно как бы в принципе всегда мы что-то первое, когда начинаем, оно тяжелое, никто не говорит, что это будет легко. Но в дальнейшем, если переработаться, это как бы в принципе веселое сжигание калорий, и я намерена купить абонемент уже с Нового года и начать заниматься. Чтобы чудесная сказка стала явью, нужно создать соответствующую атмосферу. Убеждены жители поселка Угаян Алданского района. В преддверии Нового года отдаленный уголок преобразился. В разноцветных гирляндах будто ожились снежные фигуры. Подробности расскажет Татьяна Вахнина. Почти в сотни километров от районного центра на берегу скованного льдом батюшки Алдана ярко сияет разноцветие огней. В предновогоднюю пору до неузнаваемости преобразился маленький поселок Угаян. Эти кадры на мобильный телефон сняла жительница Угаяна, библиотекарь Светлана Евдокимова. А в создании убранства принимают участие и стар, и млад. Ну, несмотря на пандемию, настроение новогоднее. В Угаяне проживают порядка 400 человек. Дома жителей располагаются на 3 улицах. В предновогоднем убранстве каждый двор становится неповторимым самобытным царством. Территории, фасады домов и построек хозяева начинают украшать еще в первых числах декабря. Несмотря на холода, семья Исаковых готовится к конкурсу. Накануне Нового года в Угаяне объявляется множество конкурсов, как на самый оригинально украшенный двор, так и на красивейшую улицу. Семья Исаковых участвует в конкурсе «Лучший новогодний двор». Над созданием снежной композиции глава семьи Андрей Анатольевич работает споро. Вот мы каждый год участвуем в таких конкурсах, которые организует организация
Бен. У нас есть маленькие дети, внучка, поэтому для себя и для конкурса вот каждый год делаем снежные фигурки. В состязаниях жители участвуют активно, с гордостью представляя гостям и судьям созданное великолепие. Впрочем, первоначальный энтузиазм продиктован отнюдь не желанием победить. В атмосфере ожидания праздника хочется в первую очередь погрузиться в волшебство. Татьяна Вахнина, Алданский район, поселок Угаян. Сразу после нашей программы смотрите премьеру документального фильма о стерхах. Авторы – известные китайские документалисты. Переводом и озвучкой занимались наши земляки, живущие в городе Далянь, Мира и Григорий Максимовы. Якутские стерхи – связующее звено между двумя странами. Сегодня в мире осталось всего 3600 этих птиц, и сохранение их популяции – одна из важнейших международных экологических задач. Документальный фильм прошел на центральных телеканалах в Китае, и сегодня якутский зритель также сможет оценить ленту. Это были главные события вторника. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.